Адыгейская поляна. Именно отсюда начинается увлекательное гастрономическое путешествие для каждого туриста, которого зовет сюда любовь к природе и самому популярному адыгейскому блюду. Ведь где, как не здесь, на фестивале адыгейского сыра, можно окунуться в традиции и историю приготовления главного бренда республики. Пропитанная сырным духом поляна, украшенные стилизованные подворья каждого района республики. Здесь все крутится вокруг главного виновника фестиваля, а еще жарится, печется и варится. Раньше только адыгейским сыром не обходились. Сыр жареный, сыр вареный, сыр копченый, сыр сушеный. Из сыра все делалось. И гостей принимали сыра. Хлебосырными полянами встречают гостей и сегодня. На фестивале каждый участник мог стать свидетелем приготовления самого сыра и блюд из него. Мастер-классы в каждом подворье. Роза Джанхот способ и секрет приготовления переняла от мамы. Впрочем, именно так, по женской линии, они и передаются из поколения в поколение. Для приготовления сыра нам требуется сыворотка и молоко. И когда начинает чуть-чуть закипать молоко, мы берем сыворотку и вот так вот по краям льем в молоко. И она потихоньку начинает превращаться в очень нежный сыр, полезный, вкусный и самый простой. Просто, как и все, гениальное, а еще очень быстро. Как только чан с молоком и сывороткой закипит, нужно быстренько собрать этот сыр и уложить в корзинку. Корзинка придаст ему необходимую форму, ту самую знаменитую адыгейского сыра. Блюдо очень простое, самое сложное здесь устоять у этого дымного места. Слезы градом. До слез любить адыгейский сыр – это в крови у каждого, кто вырос в Адыгее. Кстати, у сыра не только богатая многовековая история, но и количество блюд, в составе которых он есть, не счесть. Причем от самых традиционных до совершенно новых. Подворье Адыгейска своей концепцией и выбрала интеграцию национальной и современной кулинарии. Вот это Рафаэлло с адыгейским сыром. Используется орех, адыгейский сыр. Это капкейки у нас с адыгейским сыром. Адыгейский сыр используется вместо творога как сладкий ингредиент. Это сладкое? Да. Такие кулинарные изыски и эксперименты можно встретить на каждом подворье, ведь на кону у них стоит звание лучшего. Потому накормить и завлечь стараются каждого туриста. Очередь за бесплатными халюжами и другими блюдами из адыгейского сыра здесь не в тягость, а в радость. И прежде всего для туристов. Чебуреки раздают. Пробуем. Как называется, знаете? Забыла, как халюжи. А когда-нибудь ели раньше? В прошлом году пробовали. Приезжали на фестиваль? Да, очень понравилось. Приехали в этом году. Непременный участник фестиваля – глава республики. Каждое подворье ждет его в качестве гостя, чтобы произвести свое впечатление и вовлечь в процесс. У Тахтамукайского и Красногвардейского района в этом году столетие, потому все посвящено этой цифре. Впрочем, делать праздник удовольствия не меньше, чем в нем участвовать. У нас каждый год лучше и лучше становится. Это не просто популяризация сыра, это традиции, культуры, это народных промыслов, творчества. И мы видим, что это раскрывает прям республику Адыгея, какая она на самом деле есть. Кашихабыльцы в этом году решили не просто повторить свой рекорд прошлого года, пожарив самый большой халюш, а еще дополнить его сюрпризами. Внутри него оказалось еще множество маленьких халюжей с различными начинками. Ими глава угостил всех вокруг. Впрочем, это не единственное блюдо, на раздаче которого был сам Мурат Кумпилов. Пройти мимо кояжа, тоже блюдо из адыгейского сыра, мало кому удалось. Любите кояж? Конечно. А кто не любит? Кто не любит? Утром. А какое ваше самое любимое блюдо из адыгейского сыра? Я думаю, халюш. Чистосердечное признание в любви к халюжу не отменяет похвалы и другим блюдам и районам. Вот, к примеру, Геогинский заслуживает высокой оценки еще и потому, что именно здесь сосредоточено самое большое производство адыгейского сыра в республике. Кстати, Геогинский молзавод скоро станет рекордсменом по установлению рекордов на фестивале адыгейского сыра. Ежегодно они придумывают новые. В этом решили плести самую длинную сырную копченую косичку. Для фиксации успеха пригласили представителя книги рекордов России. Чтобы раскрутить ее и измерить, у жюри ушло около получаса. И вот новый рекорд.
189 метров. Зафиксирован и будет внесен в Книгу рекордов России. Вес косички составил 195 килограммов. Для нее понадобилось 2,5 тонны молока и 24 часа ушло на приготовление, в процессе которого участвовало 12 человек. После фиксации рекорда этот сыр могли попробовать все желающие. Но на этом 13-й фестиваль адыгейского сыра не заканчивается. В воскресенье второй день, и он тоже подарит море разных эмоций и впечатлений своим гостям. Алла Панеша, Замат Шиджашев. Местное время. Воскресенье.